Злоумышленники придумывают самые разные способы для того, чтобы обмануть своих жертв, завладеть их имуществом и денежными средствами. Дистанционные преступления в России набирают обороты. На уловки кибермошенников попадают и жители нашей республики. Настоящий дар убеждения, психологическое давление, способы разжалобить и, как результат, еще один пострадавший. Дистанционное мошенничество сегодня в топе самых распространенных видов киберпреступности. Злоумышленники чаще всего звонят на телефон или пишут СМС своим жертвам и начинают разводить человека на деньги. Способы самые разные. В интернете много видеороликов разоблачения таких преступников. Я уже знаю, что вы мошенник. И наш разговор записывается и будет передан в полицию. Хорошо, и что будет далее? Не знаю, полиция пусть разбирает. Зарима Парова до сих пор не может понять, как мошенники смогли ее обмануть. Девушка выставила на продажу товар на одном из известных сайтов России. Долгожданный покупатель оказался преступником. После короткого диалога у мошенников оказались в руках персональные данные Заремы. Благо, все закончилось в пользу пострадавшей. Я выставила на продажу на Авито кое-какой товар и пыталась его продать, но мошенники мне написали, там обычно есть правило, что нужно писать прямо в Авито, в мессенджере Авито, но они мне написали на WhatsApp, я ответила, мы начали общаться, я пытаюсь продать свой товар, а выяснилось, что это мошенники, я отдала номер карты по глупости по своей, хотя всегда всех предупреждала, что когда мошенники, что номер карты, а тем более CV сзади вот трехзначный номер нельзя передавать. В итоге я все это передала, и мне пришлось менять карту Сбербанка срочно, потому что... А деньги сняли с карты? Из-за того, что я сразу моментально сориентировалась и заблокировала карту, у меня не сняли деньги. Зареме просто повезло, но такой исход бывает не у всех. Чаще жертвами преступления становятся люди старшего поколения. Вероятно, злоумышленники рассчитывают на то, что они не особо ориентируются в интернете, а самое главное, доверяют людям в силу возраста. Правоохранители приводят реальную статистику таких преступлений в Ингушетии. В Республике Ингушетия возбуждено 68 уголовных дел по статье мошенничества 159 УК РФ, а также 8 уголовных дел по статье кража, статья 158 УК РФ. Раскрытыми, то есть уголовные дела расследования и направлены в суд с начала года по сегодняшний момент 17 уголовных дел. Также имеются уголовные дела с перспективой направления в суд. И также необходимо отметить, что 7 уголовных дел по статье кражи, то есть кража банковских карт, направлены в суд. В России с каждым годом меняются способы совершения киберпреступлений. Если раньше мошенники представлялись банковскими работниками, сейчас в ход идут другие должности. В настоящее время в Республике Ингушетия наиболее распространенными видом мошенничества является это гражданам звонят неустановленные лица, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Данные лица, то есть преступники, уверяют граждан о том, что они расследуют какую-либо крупную преступную группу, о том, что данная преступная группа имеет умысел похитить денежные средства потерпевшего. Далее также сообщает потерпевшим о том, что в эту преступную схему замешаны также и сотрудники и правоохранительных органов, и сотрудники банка, ввиду чего вводят в заблуждение потерпевшего. В данном случае необходимо довести до граждан, что какой-либо сотрудник правоохранительных органов не станет вам звонить, тем более просите реквизиты банковских карт перевести какие-либо денежные средства. Еще один вид преступления – легкие деньги. Пользователям соцсетей предлагают в интернете способы заработка на бирже, валют или инвестиций. Злоумышленники смешивают и ложную, и правдивую информацию. Сначала просят перевести на определенный номер стартовую сумму, присылают СМС об увеличении капитала, потом, естественно, пропадают. Правоохранители говорят, в последнее время появились дополнительные необычные уловки для вовлечения людей. В Ингушетии возбуждены уголовные дела, и лица привлечены к уголовной ответственности, которые вводили в заблуждение, то есть ведя с ними диалог на ингушском языке. Данные преступники размещали объявления на сайте объявлений на ингушском языке, тем самым подсознательно граждане склонны доверять таким лицам, которые переводили на их счет денежные средства. Предлогом в данном случае являлись различные, то есть продажа различной техники, это оказание услуг по цене ниже рынка. Естественно, каких-либо предметов для продажи у них нет, и услуг тоже не осуществляет, это обман.
Профилактика одна – не перекидывать деньги незнакомым людям, не делиться своими персональными данными, а самое главное – не отвечать на подозрительные звонки. В данном случае гражданам следует быть очень бдительными. Они должны понять, что не существует определенных способов заработка таких денег. Если же гражданин, доверившись, перевел какую-либо меньшую сумму, ему необходимо не продолжать этот цикл, а обращаться в полицию, то есть для того, чтобы остаться при своем имуществе. Жертвами мошенничества могут стать и финансово грамотные люди. Никто не застрахован, поэтому важно быть бдительными, особенно в вопросах денежных переводов. Рина Сычуева, Абдулла Халухоев, Новости 24.